і планувалося Вільня. Ну, потім наш басист згубив документи. І спочатку ми не могли виїхати, тому що Влад, який наш другий вокаліст, без документів. То тепер ще додався ще басист, і зовсім все накрилося медним тазиком. Тому що сюди ми доїхали вже зовсім обрізаному складі. Ось. Так як це більше було обвішано, все ж таки, как бы, ну, больше мы каких-то Третьяковских песен будем играть. Ну, то пойдем по программе, да? А, ну мне-то научить. Не очень. Тут я готовий. Добре. Будь ласка. Даже все краше, за часом за кордон, поранаться хорошо. Забреша сумовать, рыдая сестра, а я был уверен, что добро там не расскажу. Ходил на кораблях, громадских пирогов. Ты целая и хлебна, ты посадный миллион. А я ему обрыгла, стираются ложком. А все даем, по порокному суму даем. А все даем, по порокному суму даем. Не заробишь, не укоснешься во всех. Души спокойно, сердца межою не прости. А у доме роды ночи, стакнила все шагать. Записка в твоем хобби, под снегом вандровать. А все даем, родная страна, дом все даем. А все даем, а все даем. Радуется, радуется, выпал здесь и тут этот самый,
нельзя. Эта песня была написана чуть вельми давно. Это он? Вот он. А, тут? А, господи, он тут. Закусили. Так. И она еще была написана тогда, когда мы съезжали не по той причине. Просто шмат моих сябров заехала, и как-то так менялась картина моего города. И как будто вот эти вот думки про то, что ну что ж вы все куда-то съезжаете, уже город не той, уже люди не те. А потом уже мы все позъезжали уже по іншій причині. Ось, і не по економічних, а уже по політичних. Да, почему нет? Как протянуть? Песня такая вельми городинская, вельми, як вам сказать, бардовская. Я бардов так не особливо, так уже люблю. Я запомнил. Ну, и она справді бардовская такая. И, видите, вот эти вулочки, которые Кирова и Карла Маркса, кто ориентуется в городе, они справді страшенно узкие. Там вот эти ходники, там, где ну, не могут два человека разойтись. И их весь час хреново чистят, потому что туда не добираются коммунальники. И кольки бы, какая бы зима не была, там всюди снег есть. Вот. И, ну, и они завсюди слизькі, але тут трошки інша метафора. Холодна зима, ходник слизький і вузький, мур високий турман. Заходять так боку, гуляю мимо я. А что отбудется завтра, молчат анёлы мои, молчат анёлы мои, молчат анёлы мои, молчат анёлы мои. Наша турма со славой от порской царской поры. Тут сожалею для людей с подручников змагали сьогодні. З гатака боку гуляю мимо я. А что отбудется завтра? Молчат анёлы мои, молчат анёлы мои, молчат анёлы мои, молчат анёлы мои, молчат анёлы мои. Кажете, штурхається, нема часу йому гулять. Демократи нехай видурняються, треба і Росії зароблять. У провінції города села ми не вязні не ми. Голуби рядуть над костюмом. Слизький ходник каля турми. Слизький ходник каля турми. Слизький ходник каля турми. Слизький ходник каля турми. Слизький ходник каля турми.
Ну тут, конечно, у першую чергу, конечно, треба узгадати людей, які застаються за гэтымі кратами. Ну, це, напевно, саме наша велика боль тих, хто з'їхав, що ми знаходимося у, ну, скажімо так, як мінімум у ліпших умовах психологічно моральних, але застаються наші, у мене маті там зоставалася, наші сябри, які там, хтось сидить, хтось не сидить. І в сучасному світі, там, де все зараз контролюється, просто, ну, как бы сказать, не ведаєш, як їм допомогти. Кроме того, что просто про это казать. Ой, наступная песня это не наша, это Захар Май. Такие просто переклад на белорусскую мову. Одна песня, за яку бы я себе записал, сам себе записал в экстремисты. Але эта песня, якби, ну, ми її у свій час якби сприймали як жартовну, але потім мені на неким концерте подошел некий хлопец молодый, каже, блин, ну такая боевая революционная песня, кажу, блин, ну мы как бы больше как бы стебались, але песня уже почала жить своим життем. Питание про то, что ладно, не будем политику. И так я зашла. Хотели воли славный, хоче нас уже в могиле, будем еще шуганы, да и корни маскарады, будем рады, погоняться террористы, музыканы, это браты, да, ладно. Хотели воли славный, корни нас уже в могиле, будем еще шуганы, я хотят подать победы, всем разом газели, с нами шаг у нас одели. Один куплет от Первоклыкова. Козу,
туманы, где-то найти спокой для моей души, мой козу, ты мой город, вот ласка подкажи, подкажи мой город, вот ласка подкажи. Я шукаю голодомі, але там моя земля. Я шукаю голесе, але там банда моя. Я шукаю полі, але там вітер дурний. Я шукаю гостей, але там мой коза, я согласен спокойный, для моей души, мой коза. Откажи мой город, вот ласка подкажи, подкажи мой город, вот ласка подкажи. Успокой край родный, тихо голодность, твой спокой помнишь собором, яким потребна вольность, твой спокой стрелей, что дать городам, твой спокой верным грани, яким радовал, Добре. Знову гітару дай. У меня вчера струна просто порвалась на половине концерта, ну вот у первой половины, и пришлось там все родственным напруживать. Нема проблем. Можем? Так? Матери, я вас, ласка,
прийшло. Матір, збирайся, як базар. Срикала носи, та поробить воду, сикоти люляси, серцелки даруйся, каже не дармося, тільки на закину, а полскої вивороти, зоріка прийшло, матір, збирай собі, матір, дарину, зоріка прийшло. Матір, збирайся, забайся, дари руку, скоріка прийшло. Матір, збирайся, забайся, дари руку, скоріка прийшло. Матір, збирайся, забайся, дари руку, скоріка прийшло. Не то, чтобы я Так вас. пацифист или наоборот за некий хвал, але в 2020 году это была не моя революция, я одразу хочу сказать. Пробачьте, кто неофиты и так далее. Так диктатуру не перемагаюсь. На жаль, ні Колесников, ні Бабурика не були Ганзі. От коли б вони були узровні Ганзі, то тоді можна було б казати про негвалтовний супротив, негвалтовну перемогу. Но у нас не було свого Ганзі. Мне не знайшлось і свого Чудівари. Слава Богу, що Я не веду, що лепі. Я просто кажу про те, що я просто констатую факт. У 2020 році нічого не могло перемогти. Ну, принаймні таким от макаром, яким воно все це наражалося. Нет, конечно, зараз задним этим планом можна казати, що хочеш, да? Но я сам там удельничав, тому як би, ну, хоть не вірив, но удельничав, а що? Ну, куди зватися там? Особливо взяти городні в ці городні. Ну, слухайте, ну это так само была такая пацификация. Слухайте, это была пацификация, просто, ну, до холеры людей вышло, они обсерились, пробачьте за кому это реже в ухо. Ось и все, и они там эти 5 зон, 6 зон дали, ну, как бы и спацификовали. С кожным новым дозволенным, вот на 6 уже пришло в 2 раза меньше людей. Мы тут уже перемогли, да? Нет, ребята, так это все не працует. Блин, исчезнет, свалился, господи, сегодня уж все. Добре. Это я никого не критикую, упаси Бог. Повстання Каліновського так само було провалене, але якось значення немає. І Варшавське повстання так само було провалене. От, Интернета они не мали тогда. Ну да. Так, ну давай тогда какой-нибудь, ну, обвестим, что это уже помаль что финиш. Нет, справді... Хто встав? Ні, ну просто що ж холодно, ще треба
хлопцам наиграть. Ну ладно, на таймингу нема, здається. Был межнешимый этой край, кому пекло, а кому рай. Жил покупно, стройно и праздно. Ох, истории наших веков, тяжко отнявшие 100 веков, как наплаты сумно и страшно. Горький стать, лишь брака, как не читать. Молодые мысли, старые, какую вечность не придел час. Поставь не закопни нас, и сторонкой книжной накрыя. Очень эффектно. Гори над лугом, и ты своим подняться захотел. Былая шаг, ничего не думал. Свернул за край, тебе придет новая война. Той час пропал, той лад. Здається, і шляхом нема назад. Играй, что ты такое? Война і смерть на полночі огонь. Закрыт
дорогие, давайте реку, и я грошу, вот ночи налью зеленый ночью, и я грошу, вот ночи я соскочу, я нас спасибо убираю, влился смерть в покер, напился в ВКЛ, проснулся в РБ, ты меня воды не пил, мой совращенный лапер, откуда лысинку, выносил на столе, и я грошу, очень ночи налью зеленый ночью, и я грошу, вот ночи я соскочу, я слышал давно, что мне казалось, не срывай самогон. Как ночь моя отбудешь как катка. Уходи, спивати, когда на сетку брюка. Я перегнал я грошу, сценарию днем и ночью. Я грошу, более скорше я соскочу. Калюш, гадаю текст, конечно. По горам, я пашу по горам, я пашу по горам, по лугам, полях и рекам, по луки красах, калиням по дороге, стоим пашем по горам. Вы просто стало солнце скрепом, нам для нас здесь, улочку, да опять отвлек туда, футбол скалит, лимоночку, ты все, на кроме здесь полить. И по горам, и пашем по горам, и пашем по горам, по лугах, полях и реках, по луки красах, калиням по дороге, и пашем по горам. Чиновник густо откуда сверху надувая, колготки свои профессионал просто играя. Скажу, давайте вчера, мадам, вам не до меня. Старушка мусит выпить вина. За здоровье жалуйся, люди все до дна. И по горам, и пашем по горам, по горам, и пашем по горам, по лугам, полях и реках, по луки красах, калиням по дороге, и пашем по горам, и пашем по горам, по горам, и пашем по горам, по лугам, полях и реках, по луки красах, калиням по дороге. Дороги нам не треба, едем по горам. Это не наша песня. Мы думали, что это песня Зарел Маккензис, а потом, когда я как-то ездил на их концерты, там познайомився з басистом, подавав наш диск, і запитався, чи могли б ми эту песню використовувати.
А мне басист скажет, наша песня такая пабная песня, что никто не ведает его, ну, Народно. не, ну шутка народная. Як вы себе уявляете, там, не знаю, там 9 век, сидят эти славяне, там завалили кабана, да, смажать его и давайте сочиним народную песню. Не, ну у каждой народной песни был некий автор, который, а потом это все так вот как-то. Но это вот такая народная песня, там, не знаю, 20-19 столетия, шотландская. Вот, ну, и они сказали, давайте, пофиг, нам совершенно пофиг. Можно не париться. Это не наша песня, ну, а потом я не знаю, кто читал, не читал, ну, хлопцы с Крузикова ведут эту историю, ну, просто, что, коли уже почали уже про эту песню разговаривать. Ну, и вот, литерально, минулым летом я пишу этим Зерил Маккензис, они выступают в Варшаве. Я им пишу, слухайте, мы колись на ваш концерт там приезжал, вам диск подаровал, вот мы тут выехали, так само мигранты, как вы колись, да. Ну, они, конечно же, потомки мигрантов. Ну, типа, мы хотим на вас на разогреве сломать. Ну, прошло 1,5 месяца, и нам пишут, окей, пацаны, чуваки, все, класс, давайте еще в Кракове с нами сломайте. Ну, такое вот, разумеется, это вельми круто, коли люди, ну, так, как бы, ну, нібито рок-зорки, там, какие-то панк-зорки, ну, застаються людьми. Вот так я лечу, а не рок-зорками. Вот. Рок-зорки это страшный путь в никуда. Я жартую, конечно. Это все такие особистые штуки. Вот, мне такое подобается, кому все, ну, скажут, ну, какая-то херня. Ну, только мало ли, может, они взяли бы, а там чуваки вышли бы, вообще ничего не сломали, да. Ну, так себе брать этого, ну, кота у мешка. С улицы. Да. Скончатся войны и перестанет литься кровь. Не будет боль забитых ты погонных, отступит смелость и вернется любовь. Веришь ты меня веру, да пропера муза и придет весна. Да что, да пропера муза и придет весна.
молодым, и тому я сомневался. Такая старая, вельми наивная песня, страшно наивная. И больше того, я вам скажу, что то, что вы приняли Бог добра, мы очень вас родственники это обмерковывали, что вы, когда вы приняли Бог добра, это не означает, что вам будет хорошо. Это докладно. Вот. Ну и я, видите, перший раз, ну не перший раз, трошки раніше, коли я зацікавився анархістами, у меня такое было уражение анархиста, это типа как вот есть такие гурт российский монгол Шудан, который зараз, ну как бы позиционует себя как анархисты и активно зараз там рулится за Z там и все такое, и да, ну я засюда до таких вот как бы ставился так, ну, осторожно. Вот, и напевно не вижу эту песню. Это старая кальяновская песня. Не, это что? Давай. Скончиться нічого витримає братуха. Посушав заряд скорі затвори, все буде круга. Наше серце надало єди солі не рішення. Не запрошений очі модерні на коленях. Ей, застарися божні на дорозі, ми засмявали, повалил снегопад. Ветер подхватывал, но я скончился. Кальяновская песня, она ну, страшно старая, но бывает еще больше столь старые песни. Кальяновская был такий гурт, до якого я мав отношення, і його вже давно немає.
Олег надзвичайно. Легенди Гродненського ранкопанка. Ну, типа так, типа того, да. Вот. А про анархистов, что я хотел сказать, видите, меня, ну, коли я почав цікавитися, мене найбільше уразило, і тут справа как бы не в анархистах, напевно, але ну, просто приклад такий. Это коли помер Кропоткин, 21 год, то все анархисты уже были те расстреляны, сидели в тюрьме. И те, которые сидели в тюрьме, пришла вдова. Они что-то все были романтиками. Разом робили революцию в 17 году, да? Кронштадтские матросы, которые в основном были анархистами, они же подтримали, там левые эсеры и так далее, потом их всех перестреляли. Но это уже не важно. Важно, что пришла вдова к Дзержинскому, говорит: Феликс Эдмундович, нема кому похоровать, нема кому нести труну, отпустите. И Феликс Эдмундович Дзержинский, тогда еще романтик, потом этих большевиков романтиков уже Сталин пострелял, ну, это все вот, то, что зараз чекає Росію. Они же своих пошли стрелять. Это все еще напереди. Это все их история. Поглядите на французскую революцию, это все, ну, повсюду это есть. И вот она, пришел Дзержинский в эту тюрьму, построили, там человек, не веду, там 100-200 человек, неважно. Ну, их построили и сказали: ну, подходу, ты даешь мне слово, что ты вернешься к вечеру. Да, я даю слово. Все, иди. Ты даешь мне слово, что ты вернешься к вечеру. Да, даю слово. Иди. И они все ушли. Все поховали, все вернули, все были расстреляны. Разумеете, сила слова, сила духа. Вот что еще нас тут тримає у этой дурацкой эмиграции, никому не хочется. Але я думаю, что это один из чего, что мы застались верными неким своим поглядам, неким своим принципам, не схлусили самому собі в першу чергу, а потім вже все остальне, все это херня. Такая же самая история была у Павла Северовича. Его отпустили. На похование, так я не пам'ятаю кого. Племянника, и он... Ну, я ж кажу, это еще его, вот это еще ранние романтичные часы. И они были в шоке. Слухайте, вы не поверите, в 2014 году я приходил сдымать Wobble Канкан Бородинский. Были часы значно больше. И теперь все хочут вернуться оттуда. Ну нет, ребята, ничего не вертается. Ну, все идти наперед. Ну что, давайте, может, мы уже потихонечку будем, да? Это кажется бы смысл. Нет, ну я же не один Нет, играю. ну что ты все? Простые люди, доброй воли, им делам судьбе пропаганды воли. Война не потребна, ни нам, ни соседам, мир гадов говна. Империя, волю для народа, все риторику войны. Придумали руками, так синики скоты, а сон без грея, назвали подпалиться. Знаешь, вон от ворога, давай призов, вот тебя. Американец не Виндос, русский не кота, меня согласный, грузинный шурка, года снимал, один и подъел. Здесь добрый, сучасные люди, цветение орды. Мой серый выбор, шалом, тик-тик-тачка. Наша
Стрелу спину, призначений розум для капусти, стрел, смерть и смех, для капусти, зелена. Но наши околы, Иисус, нас судей, Что заведено жить. И некто хотел нас весь час вымочать, а мы уже разучились любить. И каждый из нас, прошедший свой шаг, посмел покинуть свой след. И колени сразу верим, то, что нечто не так. Пошел радиоактивный снег. Дякую, що запросили, дякую, що прийшли потримати. Коли ласка, потримайте нашу собру. Уже мы давно, можно так сказать,
Тым больш, што я спадзяюся, що калі-небудзь даедуць яшчэ і Растэйт, это праект Курвадзікаў і яшчэ людзей цымбалісткі. Родики, дитюки, Анечка, Которая играет цимбалістка Катя Водоносова, якая, до речі, вчора приходила на концерт, передавала вам привітання і вельми добре виглядає, слава Богу. Нехай у її все загоїться і гэта хвороба адыдзе. Вось, ну і нехай ви так само будете здоровенькі і щасливі. Сподіваюся, що сьогоднішній концерт хлопців і наш вам сподобався, і ви трошечки так само стали трошечки вам теплей. Дякую. Ну і... Хотя у меня в основном сумные песни, ну что зробишь? Энергия классная. песни позитивные. Нет, ну как вам сказать, ну все это, конечно, относно. Невеличкий перапыночек, хвилиночек 10, тут мы пакуль там гэта ўсё падкончым. Да, вы разумеете, что теперь будет шмат подключений, и это спотребится на этот час, так что можете пойти попить там кавы, покурить и все такое.